Все, уже можно говорить, да? Добрый день, уважаемые коллеги. Мы продолжаем с вами заседание метод объединения по биологии. К обсуждению будут представлены следующие вопросы. Это первым выступит проректор по образовательной деятельности Габова Марина Анатольевна. Она расскажет о электронной школе. Затем мы предоставим слово уважаемой Светлане Анатольевне. Она выступит перед вами с вопросом проблемы совершенствования и оценки профессиональной компетентности учителя. Ну и потом уже завершим мы, члены РМО. Это олимпиадное движение по биологии, это итоги республиканского тура Олимпиады по биологии, участие учащихся в рамках олимпиадного движения. Ну и несколько слов скажу что нового произошло в оценивании работ по биологии у 11 класса. Итак, мы предоставляем слово Марине Анатольевне. Пожалуйста, Марина Анатольевна. Добрый день, уважаемые коллеги. Буквально сегодня на планерке мы получили поручение от министра образования, науки и молодежной политики Республики Коми Натальи Алексеевны Михальченковой о том, чтобы во все заседания всех наших республиканских методических объединений учителей мы включили вопрос об использовании ресурсов российской электронной школы. Многие из вас наверняка принимали участие в апробации ресурсов российской электронной школы, которая проходила у нас в ноябре и в декабре 2017 года. И сейчас ресурсы российской электронной школы находятся в открытом доступе, и мы с вами можем их использовать. В поисковике вы можете сразу задать «Российская электронная школа», и мы попадаем на сайт российской электронной школы. Можно сделать выборку по предметам, например, предмет «Биология». И дальше у нас представлено содержание по классам. На данный момент в библиотеке, в базе, есть материалы с 5 по 9 класс. Мы можем с вами открыть, например, 6 класс. Видим содержание курсов, все разделы. И здесь есть непосредственно разработки уроков. Если мы с вами выберем какой-то урок, то увидим, что по каждому уроку есть небольшой видеоматериал, видеолекция, есть конспект урока, который вы можете использовать за основу. Есть упражнения и задачи, которые вы можете предложить ребятам для самостоятельного выполнения, либо проработать их в классе. Здесь задания тестового характера, например, какие. И есть задания проверочные. Для прохождения проверочных заданий необходимо зарегистрироваться и войти в систему под своим логином и паролем. Все остальные материалы, они в свободном доступе, доступны без логина и пароля. Мы рекомендуем вам ознакомиться с теми ресурсами, которые есть на данном сайте, и включить их в свою работу. Спасибо. Спасибо, Марина Анатольевна. Ну, конечно, все-таки тестовые задания, я думаю, что уже они не актуальны. Вы прекрасно знаете, что мы возвращаемся совсем другим заданиям. Наверное, может, вернемся и к устным экзаменам. Ну, я думаю, что особенно преподавателям, которые только начинают работать, это, я думаю, что хорошая помощь. Спасибо. Я думаю, что учителя, наши коллеги, примут к сведению и будут заниматься с учениками. И самое главное, я думаю, что могут и ученики выйти в этот доступ. Так ведь? Конечно. Уважаемые коллеги, желаю вам успешной работы, обсудить весь тот круг вопросов, которые мы сегодня запланировали. Пожалуйста, коллеги. Ну, а теперь мы представим слово Светлане Анатольевне. Так, вы пересядете, да? И она нам расскажет о проблемах совершенствования оценки и профессиональной компетентности учителя. Задержка идет, да? Да, Добрый день, уважаемые коллеги. Я рада всех приветствовать. Леонид, скажите, слышно нас, да?
Наверное, я бы не стала ставить вопрос проблемы совершенствования профессиональной компетентности. Наверное, нам с вами необходимо говорить о путях совершенствования, потому что, да, как показывает курсовая подготовка, как показывает экспертиза, мы очень многое можем и умеем. Другой вопрос, да, вот как мы эти свои возможности готовы показать, да, или понимаем необходимость их демонстрации. Итак, уважаемые коллеги, в рамках аттестации вот стараемся на каждом РМО осветить вопросы, связанные вот с тем, да, что сейчас происходит с аттестацией в Республике Коми, да, какая действует модель аттестации. Потому что, ну, далеко не всегда, да, вот это понятно каждому педагогу. С другой стороны, сейчас, когда в рамках инициативы президентской национальной системы учительского роста появились определенные посылы на перспективы изменения аттестационных механизмов Российской Федерации, также, да, наша с вами задача соотнести эти механизмы с тем, что мы уже имеем, оценить, насколько то, что мы уже имеем, позволяет нам подготовиться к возможным изменениям и, соответственно, вот быть информированными и готовыми к развитию, собственно, до тех профессиональных педагогических компетенций, которых от нас ожидают. Итак, уважаемые коллеги, вот начну, пожалуй, с тех самых вот посылов, которые связаны с изменениями, которые произошли в аттестации. Ну, порой до сих пор с удивлением приходится обнаруживать, что учитель вдруг находит, что что-то изменилось в его деятельности только в период аттестации, да, хотя, конечно, мы уже далеко не первый год внедряем федеральные государственные образовательные стандарты, и вся модель республиканской аттестации в соответствии с теми задачами, которые поставили федеральные органы исполнительной власти перед нами к концу 2014 года, вот они отражены в моделях наших портфолио. Сегодня мы, безусловно, говорим о модели портфолио учителя. Одна из самых обсуждаемых моделей, да, потому что мы начали рассматривать 2014-2015 год, в разработке модели принимали порядка 200 человек в режиме живого обсуждения на заседаниях комиссии. То есть шла активная переписка с территориями, с муниципалами, с отдельными учителями по показателям портфолио. Модель проходила апробацию, модель проходила утверждение. Мы оставили за собой право, да, вносить в модель определенные коррективы в летний период, предупредив об этом заранее учителей. Но, тем не менее, до сих пор остаются еще некоторые аспекты, да, вот, которые для учителей в силу тех или иных, да, будь то организационных, будь то методических или в целом там управленческих причин, остаются не очень понятными. Итак, еще раз зафиксируем те основания, да, на которых мы с вами сейчас находимся. То есть у нас модель портфолио, она перестала быть портфолио достижений, да, куда накапливаются всевозможные справки. На сегодняшний день работает, да, как бы зеркально отражая компетенции учителя, компетентностная модель портфолио. Вот предписано нам в требованиях к освоению предметного результата сформировать у детей, да, те или иные учебные действия, те или иные умения. Предписано нам в рамках, да, программы формирования метапредметных результатов, да, что мы должны вот у ребенка формировать. По сути, все это получает отражение в портфолио. То есть, как мы формируем, что мы формируем. То есть, учитель представляет вот такую систему своей работы, да, где он, начиная с первого критерия, который получил уточнение в сентябре этого года, а по сути был приведен с требованиями федеральными 2013 года. Вот сделаю такую ремарочку. Да. Коллеги иногда пугаются, говорят, той, опять в портфолио внесли изменения. Нет, коллеги, да, это небольшое лукавство, потому что первый критерий, да, мы очень долго готовили к этому учителей, заметьте, 2018 год, да, по сути, и 2014 год был приведен в соответствии с федеральными требованиями. Мониторинг есть мониторинг. Учитель должен уметь, да, подбирать, да, и анализировать контрольно-измерительные материалы с позиции формирования у ребенка тех или иных умений.
Да, он должен проанализировать результаты по классам, он должен выявить основные проблемы и, соответственно, уже планировать свою учебную, да, деятельность детей, планировать внеурочную деятельность детей, показывать, как, какими приемами, средствами, технологий он достигает положительных результатов освоения детьми образовательных программ. Ну и как было предписано, опять же, федералами, да, учитель еще и демонстрирует свою активность в методобъединениях, да, выступая очно, публикуя, да, свой педагогический опыт. И еще раз обращаю внимание, федеральные органы исполнительной власти обязали учителей, которые претендуют на высшую категорию, участвовать в профессиональных конкурсах. То есть еще раз, да, вот обратите внимание на все эти составляющие. Мы вроде бы неоднократно о них говорили, но вот тем не менее вопросы возникают до сих пор. Почему, как, зачем? Ну вот имеем, что имеем. Требования есть требования. Напомню, что на любую квалификационную категорию человек аттестуется добровольно. Портфолио составлено так, чтобы у учителя были максимальные возможности заблаговременно запланировать, да, вот все шаги профессионального развития. И самым естественным образом вот все, что он в годы межаттестационного периода накопил, соединить в едином вот таком самоанализе. И наша задача, как я сказала, была посмотреть, какие у нас есть в ныне действующей системе аттестации. А у нас, вы все прекрасно помните, есть для учителей еще выбор, альтернатива. Это экзамен, да, как форма аттестации. Но вот нужно сказать, и это интересно, что экзамен у нас выбирает очень незначительный процент от всех аттестующихся учителей. Вот 5-10% за, вот, начиная, наверное, года с 14-го. Наверное, пик был год 16-й, где вот 200 человек подали заявление на форму экзамена. А вот в 2017 году опять количество таких желающих снизилось. Чем это объясняется? А вот, наверное, вот объясняется некой большей вот категоричностью экзамена с точки зрения вот возможности его организации. Вот смотрите, если человек не сдает экзамен, то сразу же запускается федеральный механизм, в котором прописано, если человек, да, по мнению комиссии, не соответствует категории, подать на аттестацию на эту категорию может только через год. Что касается портфолио, в республике предусмотрена стратегия гораздо более гуманная, да, которая называется «Методическая помощь педработнику», а в просторечии среди нас получила вот такое название, как «доработка аттестационных материалов». Другими словами, если экспертная группа принимает решение о том, что педагог не в полной мере соответствует заявленной категории, то педагогу предоставляются все возможности, да, и нормативные, и методические рекомендации для того, чтобы он этот материал доработал. Такая доработка зачастую доходит до 4 раз, да, и нам приходится буквально уговаривать экспертную группу, ну давайте еще немножечко попробуем. Вот. Далеко не всегда вот такую помощь ценят педагоги, да, рассматривая подобные, да, рекомендации как придирки. Это не так, уважаемые коллеги, вы аттестуетесь на длительный период, 5 лет, и прежде всего эта стратегия направлена на помощь учителю в выявлении его профессиональных дефицитов, в том числе с точки зрения соответствия, да, вот кадровых ресурсов наших учительских требованиям федеральных государственных образовательных стандартов. Вы как минимум должны знать, да, вот свои сильные стороны, те стороны, которые требуют развития. И вот именно на это сегодняшний день очень честно, ответственно и много работают экспертные группы. При этом стоит обратить внимание, что члены экспертных групп для должности учителя – это те же самые учителя, да, те же самые муниципальные методисты, которые в школе бывают каждый день и очень прекрасно знают ситуации и могут, как говорится, аргументировать любой ваш шаг, если он не вполне обоснован. То есть это вот действительно в полном объеме та самая методическая помощь, наверное, в которой на протяжении всей своей профессиональной жизни нуждается каждый из нас. Вот что касается модели аттестации республиканской. Ну и нам сейчас нужно посмотреть, что
к чему нас готовят федералы, и есть ли у нас точки роста в нашей модели республиканской для того, чтобы быть готовым к федеральным изменениям. Итак, в 2016 году, как я сказала, появляется инициатива президента «Национальная система учительского роста». В 2017 году летом появляется дорожная карта, сопровождающая внедрение этой инициативы. В дорожной карте в соответствии с основными положениями национальной системы учительского роста мы с вами обнаруживаем вот такие составляющие. Во-первых, это разработка единых федеральных оценочных материалов, которые разрабатываются на сегодняшний день федералами по 4 направлениям: предметная, методическая, психолого-педагогическая и коммуникативная компетентность учителя. Эти материалы представителям из регионов Российской Федерации показывают, в очень незначительном количестве в декабре, в частности 12 декабря в Москве. То есть мы видим эти материалы, видим, что они пока еще не вполне доработаны, не вполне дифференцированы, да, по категориям, а уж тем более по тем составляющим, которые прописаны в национальной системе. Там речь еще идет о дифференциации по статусности, да, должности учитель, старший учитель, ведущий учитель и так далее. Да. Все эти материалы вы можете найти, да, на сайте Московского государственного педагогического университета, Академии повышения квалификации и, собственно, да, Министерства образования и науки Российской Федерации. Да, то есть все составляющие связаны с национальной системой учительского роста. И вот очень интересные выводы делают федеральные разработчики по апробации этих материалов, которые проходят осенью. Вот до декабря как раз они проходят в 13 регионах Российской Федерации. По сути, знаете, вот такая вот 50-60% успешности выполнения работ по материалам у учителей. В принципе, я говорю, эти презентации все представлены, вы можете сложить о этой результативности собственное мнение. И когда мы начинаем сравнивать с результатами, срезами по портфолио, по нашему портфолио, по экзамену, мы обнаруживаем примерно те же затруднения учителей, которые были выявлены федералами при апробации единых федеральных оценочных материалов. То есть, соответственно, мы формируя, да, и призывая экспертные группы формировать рекомендации учителям, да, при их аттестации, даем возможность учителю как раз совершенствоваться по тем компетентностям, которые и обозначены в новой системе аттестации. Но что стоит говорить, как, наверное, и важное, и несколько успокаивающее нас всех, дорожная карта рассчитана до 2020 года. То есть фактически о каких-то изменениях в аттестации государственной мы можем говорить в 2020 году. То есть какова задача наша с вами, методических служб, да, скажем, которые есть в муниципалитетах, которые есть в республике, и общественных, да, таких объединений, республиканских метод объединения учителей и предметников. Задача такая: используя потенциал, да, как минимум портфолио, а это достаточно сильный методический продукт, используя те же самые методические рекомендации, используя, да, разрабатываемые по предметам, и этого касалось в определенном роде Новикова, да, Ирина Дмитриевна, потому что есть, да, КИМы по биологии, которые разработаны на компетентностной основе. Хотя бы в среде экспертов Республиканской аттестационной комиссии, среди желающих членов РМО, да, измерить свои компетентности с опорой на свои же республиканские материалы. Почему на свои республиканские? Почему мы не можем обратиться к федеральным? Но они, в принципе, не находятся в зоне прямого доступа. Было непосредственное обращение меня к регионам-пилотам. Они сказали, что материалов нет у них тоже. Да, срезы проходили, можно сказать, что в режиме ЕГЭ. Материалы были розданы, да, коллеги написали, да, заполнили их, и потом они были собраны. Да. Их видели только отдельные эксперты в таком да, свободном доступе. Только отдельные, да, они, видимо, давали подписку о неразглашении, потому что материалы действительно сыроваты, содержат еще определенные, да, их надо доработать. Там есть, да, замечания. Как я сказала, главное, мы не увидели
видели там как раз дифференциации, да, что под собой подразумевает аттестация. Да, мы же все-таки отличаем в соответствии с занимаемой должности и высшую категорию. Да, то есть это разный личный вклад в качество образования. Вот именно он и измерен. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз, да, пристально обратите внимание на своих аттестующихся коллег, на те рекомендации, которые они получают от экспертных групп. Да, обратите внимание на вот те уточнения, которые были внесены в первый критерий. Он является системообразующей для самоанализа профессиональной деятельности. Если вы разберетесь в этих аспектах и будете вот даже заблаговременно, да, планировать аттестацию, хотя, боже упаси, я не призываю никого рассматривать аттестацию как самоцель, а просто проектировать свое профессиональное развитие, поверьте, да, вот сберечь свою нервную систему, подготовиться к новому формату, у вас будут все возможности. Потому что как минимум раз в месяц мы встречаемся с членами аттестационной комиссии на заседании, вы можете членам аттестационной комиссии в своих муниципалитетах адресовать вопросы, вы можете адресовать вопросы своим, да, руководителям РМО в этой связи, и мы можем с вами вот проектировать на основе тех же самых контрольно-измерительных материалов, вот в режиме такого тренажера, да, можем проектировать подготовку к возможным изменениям в федеральной аттестации. Но вот, кстати, все больше, да, вот возникает вопрос, и я его, наверное, озвучу в таком как проблемном контексте. Знаете, уважаемые коллеги, больше 20 лет я работаю в системе повышения квалификации. В том числе специализируюсь, да, вот по темам, по разделам, по модулям, связанным с разработкой учебного занятия. Ежегодно, да, включаюсь в подготовку наших учителей, которые едут в Россию. То есть, в принципе, вот у меня есть тоже вот некий такой свой мониторинг, который позволяет судить о компетентности наших коллег. Вот все, что касается вот о сочетании предметной и методической компетентности и психолого-педагогической, они соединяют в себе единую, да, профессиональную и педагогическую компетентность, то вот отмониторить, да, то, что называется, отдиагностировать, выявить свои затруднения очень серьезно помогают курсы повышения квалификации. Но, уважаемые коллеги, все-таки больше курсы очные. А как вы знаете, сейчас вот в силу, да, экономии средств разных сторон, у нас вот такого вот обращения, вот такого запроса становится, к сожалению, все меньше. То есть поэтому вот возникает вопрос, вот мы выявили, да, некий профессиональный дефицит, можем ли мы в полной мере, то, что называется, самостоятельно, да, решить эту проблему? То есть вопрос, конечно, интересный. Да? Конечно, бы хотелось очных курсов, чтобы люди... Да, всем хотелось бы, да, сама с удовольствием бы, да, вот в любой момент бы. Пообщались, поделились своими наработками. Конечно, вот тот же самый групповой эффект, да, возможность группового обсуждения с коллегами, да, вот разных проблем, да, выходов на пути решения, проектирования, да, вот конкретных уроков. То есть эта составляющая чрезвычайно важна. А у нас действительно вот и замечательно, здорово, что у нас появляются эти РМО, да, потому что это такая возможность открытого обсуждения. Может быть, да, мы немножечко как бы продвинемся и будем через скайп эти вещи обсуждать, да, получая в ответ, да, какие-то да, вот вопросы в режиме живого диалога. В прошлый раз, когда собирались по аттестационным делам, вот, это видеоконференция. Да, может даже вот каким-то образом вот такие вещи нужно заранее очень, да, проектировать, потому что видеоконференц-связь, она осуществляется по линии глав муниципалитетов, да, вот. Но вот, да, при этом я могу сказать, вот, что именно так обсуждалось портфолио учителя. Да, мы брали еще час-два, да, вот сколько нам было необходимо видеоконференц-связи после заседания, да, и это давало нам возможность включать всю республику к обсуждению модели портфолио учителя. Мы приглашали экспертов, и вот именно эксперты высказывали свои позиции, свои точки зрения по этому поводу. Поэтому, да, будем совершенствовать, наверное, вот эти вот возможности. Все движется, все двигается, да, все меняется. Все меняется. Вот, поэтому, уважаемые коллеги, почему, собственно, вот я тоже и нашли мы необходимым, да, поговорить с каждым РМО,
Потому что, ну, безусловно, члены РМО – это активные учителя. Это учителя, которым важно, как развивается образование в их школе, в их районе, в нашей республике. И то, вот о чем мы сейчас говорим, это никоим образом факт аттестации, да, как штамп, да, как, да, печать в документе. Это прежде всего профессиональное развитие наших коллег. Это благополучие, да, и успешность наших детей. Поэтому вот было бы очень здорово, если достоверная информация по аттестации, она бы доводилась до сведения учителей в ваших школах. Что как осуществляется методическая помощь, да, вот какие есть проблемы. Проблемы, к сожалению, все те же самые. Не очень умеем анализировать результаты выполнения детей, контрольных работ итоговых, промежуточной аттестации, не выявив проблемы, да, как-то самостоятельно проектируем, да, занятия, не всегда понимаем технологии, нарушая технологичность, нарушаем деятельностный цикл, а по сути рушим основной механизм реализации стандартов, да, который заявлен системно-деятельностный подход. И вот ряд вот таких моментов. И ребенок где-то там в стороне остается, и ЕГЭ на первый план выходит. Но вот тем не менее, да, тем не менее, уважаемые коллеги, вот насколько, я думаю, можно, да, вот вы достаточно правильно и адекватно будете помогать учителям своих школ, да, вот понимать, что на сегодняшний день та же аттестация – это прежде всего механизм профессионального развития, плюс еще механизм подготовки к возможным изменениям в процедуре аттестации там, в 2020 году. Но, как говорится, поживем увидим, да, учителя у нас в республике компетентные, и когда они совершенно четко понимают, что от них требуется, результаты замечательные, поверьте, да, вот те учителя, которые осуществляют доработку материалов, они говорят, так вот это от нас требовалось, и в общем-то, все хорошо вот происходит. Иногда им даже мешают какие-то вот собственные, да, службы или собственные коллеги, которые пугают и говорят, ой, какой ужас, да, тебе присылали замечания. Еще раз, в этом нет ничего ужасного, да, вы получаете, по сути, бесплатные профессиональные рекомендации, да, и пока у нас такая возможность есть, эта работа будет вестись. Ну, вопросы мы, как правило, в чатах. Здравствуйте. Почему не организуются выездные семинары в районе? Задают Ольга М. Правда, не знаем, с какого района. Мы, правда, не знаем, кому адресовано, то ли... И по какому поводу? Да, и по какому поводу выездные. Вот, ну, наверное, в чате сосредоточиться и сформулировать вопрос достаточно сложно сходу, поэтому Ольга, если посчитает нужно, может уточнить, но мы все-таки предположим, что Ольга спрашивает про выездные семинары по аттестации в районы. Да? Уважаемые коллеги, ну, это ведь зависит от районов. Да? Все, что касается обучения учителей, это связано с повышением квалификации. Как реализуется сейчас механизм повышения квалификации, вы знаете. Вот. Бесплатно у нас обучаются только эксперты. Да, это государственный заказ. Остальное еще раз это в рамках повышения квалификации. Если у района есть заказ, то мы, безусловно, выезжаем. И, наверное, вот с конца прошлого года мы стали делать такие 18-часовые, хотя для ряда категорий этого недостаточно, 18-часовые модули как раз по подготовке к аттестации специалистов разных категорий. Модуль этот чрезвычайно сложен для реализации. Но в том смысле, что там вот несколько, да, критериев, несколько показателей. Нужно успеть за 3, ну в редких случаях 4 дня, то есть вот так проработать с коллегами, чтобы каждый понял, да, как необходимо ему потом вот свой опыт анализировать, свое профессиональное развитие проектировать. И, безусловно, на сегодняшний день говорить о том, что у нас вот может это сделать любой человек, мы не можем. То есть, разумеется, да, чем профессиональнее человек, тем он больше востребован. Поэтому, уважаемые коллеги, еще раз, да, такие модули есть. То есть на сегодняшний день они большей частью проводятся на базе института, да, вот они такие выездные. Но если мы предположим, а такой опыт с районом был, район заказывает, да, и формирует группу, то возможен, безусловно, и выезд. Да, то есть как раз по вопросам аттестации получается, да, учителей. Да, ну, учитывая, что у нас метод объединения учителей. То есть мне, в частности, приходится работать и с другими должностями, а по совокупности у нас их порядка 30. Так что, сами понимаете,
жизнь легкой не является никому. Вот. Вам большое спасибо за внимание. И вот я всегда пользуюсь возможностью, что рядом с нами, да, вот позади сидят коллеги, вы имеете возможность вот вслед за Ольгой задать живой вопрос, может быть, что-то не очень ясно. Да? То есть я ведь тоже выступаю в разных местах, может быть, где-то сказала точно, где-то я вот несколько отклонилась, да, вот от содержания. Поэтому задайте, пожалуйста, вопрос. Ну, по-моему, Светлана Анатольевна в доступной форме. Даже я все поняла, как говорится, после стольких занятий за сегодняшний день. Но если будут какие-то вопросы, я думаю, Светлана Анатольевна с удовольствием ответит. Можете вопрос задать и в чате, можете задать даже вот на нашей страничке нашего РМО. Я обязательно передам вопросы все Светлане Анатольевне. Ну и у вас, И тогда еще вот один момент, да, который стоило бы осветить. Уважаемые коллеги, вы поймите, да, что у вас в муниципалитетах, да, есть члены инвестиционных комиссий, да, которые обучены, да, вот тем вещам, о которых мы сегодня говорим. У вас есть эксперты, которые тоже обучены вот тем вещам, о которых мы сегодня говорим. Поэтому есть еще возможность запрашивать у них такую работу, да, и, соответственно, они такие же члены комиссии, вот как я являюсь, да, как член комиссии является, да, вот наша уважаемая коллега на заседаниях этой комиссии. Я могу процитировать опыт Воркуты, когда мне директор одной школы говорит про нашего члена комиссии, она в каких-то случаях выступает экспертом, она говорит, она уже обошла каждую школу, да, она несколько раз проводила всевозможные семинары по аттестации. То есть это действительно так. Мы проводим семинары для членов комиссии, для экспертов, они это транслируют в муниципалитет. То есть механизм работает в таком ключе. Поэтому вы вправе, да, как представители такой профессионально-общественной организации, да, то есть отслеживать, насколько эта работа проводится у вас, да, в каком объеме. Также можете обращаться и в РМО, да, также можете писать центр аттестации. Я напомню всем, что у нас путь очень простой. КРИРО деятельность аттестации, зашли на эту страницу, вы видите нашу электронную почту, можете написать, да, с отсылкой лично мне. Тогда методистами это все дифференцируется. У нас очень много почты на адресе, доставка писем в день. Но если вот идет вот отсылка именно мне, да, то передается мне непосредственно. То есть и по мере накопления таких вопросов мы имеем возможность, да, соответственно, какие-то вещи выяснять. Может, потом опять можно сделать. Вот. Поэтому я вот объяснила механизм, как это действует. Ну, наверное, да, в разных районах есть свои особенности, ну, может быть, кадровые дефициты. Вот, еще раз спасибо большое. Большое вам спасибо, что уделили время. Всего вам доброго, удачи в нашем всеобщем профессиональном развитии. Спасибо, до свидания. Ну а мы продолжаем наше заседание и остановимся в начале на итогах республиканского этапа. Я даже не знаю, куда нажать, если честно сказать. Людмила Александровна, не помните, чтобы вышел? Ну, я думаю, сейчас молодой человек подойдет и нам поможет, если он следит. Но я могу сказать, что Олимпиада, республиканский тур Олимпиады проходил в конце января. В Олимпиаде участвовал 51 школьник. Участвовали ученики 3 классов. Это 9 класс, 16 человек. Это 10 класс, 18 человек. И 11, тоже 17 человек. Олимпиада по биологии, она проходила в 2 дня. Мне хотелось бы все-таки куда-то нажать. Я даже не знаю, наверное. Ну вот я не знаю, видно там, оно не видно. Вот если все появилось, да? Вот здесь уже показаны, наверное, все-таки это маловато. Вот побольше не получается. Вот, я не знаю, наверное, все-таки лучше видно, да? А скажите, пожалуйста, сразу, если я тут на другой слайд хочу перейти, я тут сворачиваю и перехожу на другой, да? Да. Хорошо. Ну, так вот вы видите, пожалуй, вот на таблице, что у нас, конечно, как я уже сказала, 16 человек. Наибольшее количество баллов среди девятиклассников направили Смирнов Максим. Это школьник из физмат-лицея города Сыктывкара. Всего лишь 124 балла.
хотя, как прислала Москва, проходной балл для девятиклассников, для того, чтобы ребенок попал на Россию, нужно было набрать 114. Он набрал 124, и это единственный представитель 9, 10, 11 класса, который поедет на Российскую Олимпиаду. По 10 классу проходной балл был 143. Соболев набрал всего лишь 140, так обидно, всего не хватило, представьте себе, 3 балла. Это тоже школьник из физмат-лицея. И проходной балл для 11 класса было 138, а по нашим данным, наибольшее количество баллов среди 11 классов это всего лишь было 111. Что можно сказать по Олимпиаде? Как я уже сказала, первый день Олимпиады это был теоретический тур. 9 класс получал свой набор заданий, для 10 и 11 класса там был общий. Второй день был практический тур, и для каждого класса, здесь для 9, 10 и 11, уже, так, а теперь куда бы вернуться? Ну вот как раз прекрасно я вам покажу, были задания. Задания по теории. Я могу сказать, что задания очень сложные. Я уже несколько лет являюсь председателем этого тура. И с каждым годом задания все сложнее и сложнее. Я, конечно, спрошу разрешение у тех людей, которые заведуют, ну, и отвечают за Олимпиаду в КРИРО, и постараюсь разместить задания, ну и, наверное, не только задания, но и... Присаживайтесь сюда, Людмила Александровна. Я не могу так разговаривать, когда кто-то присаживается. И, конечно же, не только задания, и обязательно нужно разместить ответы. Потому что, ну вот посмотрите, заданий было очень много. С каждым годом становится все больше и больше заданий с рисунками. Рисунки в настоящее время, вот сегодня, в этом году, были, конечно, красивыми, читабельными по сравнению с тем, что было раньше, уже намного лучше оформлены. Ну, то есть, вот я вам показываю теорию 9 класса, и посмотрите, сколько рисунков. То есть, да, вот как раз, вот посмотрите, жизненный цикл. Это у гидроидного полипа, то есть школьники должны знать, что такое метагенез, что такое чередование поколений. Вот он полип, что на полипе это питающая особь, что имеются специальные бластоцили, где происходит формирование молодых эфир. Я думаю, что, наверное, вот сидят со мной рядом учителя биологии, что столько времени, конечно, не уделяется. То есть, посмотрите, огромное количество... И вот способ дыхания какой, кожное, легочное, жаберное, трахейное. То есть здесь уже мы видим, я так поняла, что это гладыш. Он ведет, это клоп-гладыш, это водное насекомое. И вот здесь спрашивают, какой же способ дыхания вот у этого изображенного. Посмотрите, какие вот, тут тоже, что глоточные, вот, посмотрите. И ну, то есть каждым годом становится все больше и больше рисунков. Вот методом изучения человека. То есть огромное количество, ну, по одни рисунки. Врать не буду. Все это на сайте я размещу. Вы познакомитесь. Я уж, конечно... То есть как каждое задание и одни рисунки. Так ведь? Заданий было несколько, то есть вот это первое задание, это 40 вопросов, это на выбор одного правильного ответа. Вы знаете, что постепенно мы, наверное, все-таки будем отходить от такого типа заданий, потому что в заданиях по ЕГЭ все-таки требуются совсем другие вопросы. Ну и здесь уже должны выбрать задание с множеством вариантов. То есть мы должны заполнить были таблицу.
И опять же рисунки, рисунки, еще раз рисунки. Это 15, нет, по-моему, 20, извините. И еще опять же рисунки. То есть вы должны рассмотреть побеги, соотнести название к соответствующему побегам. То есть вот таким образом это все 9 класс. То есть мы должны... Затем для каждого класса дается матрица ответов. То есть вот дается вот такая матрица, и ребенок должен заполнить. Он-то заполнит. Но проверять такую матрицу, вот когда в темпе нужно проверить, к утру это нужно проверить, а смотрите, сколько, очень сложно. Но, конечно, приходится вот таким образом. То есть, если раньше раздавались задания, прямо на этих заданиях ребенок указывал правильный ответ, то теперь здесь уже должны заполнить матрицу. Ну, сами знаете, есть дети, которые очень быстро справляются, а некоторые дети вначале заполнят самое... Да, вот отметят на задании, а потом начинают переносить матрицу. Естественно, кто-то очень скрупулезно, внимательно, а кто-то еще ждет последнего звонка. Когда уже говорит, что осталось ровно 5 минут. Мы не имеем права, нам вот есть интервалы, в течение которого должна выполняться эта работа, и позже, если ребенок сдается, извините, это категорически запрещено. И представьте себе, когда остается 5 минут, они начинают быстро заполнять этой матрицы. То есть я вас, уважаемые коллеги, очень прошу, когда отправляете своих школьников, не затягивать. Сделали одно задание, перенесите матрицу. Сделали другое задание, перенесите матрицу. Потому что, чтобы не было очень таких больших ошибок. Затем я вам покажу практику. Что я хотела бы еще сказать. Если раньше нам как-то хотя бы за 3 дня посылались задания для практического тура, то сейчас они присылаются. Вот сегодня начинается теоретический тур. Задание практического тура нам обычно где-то после обеда. То есть мы должны все это подготовить. Это хорошо. Ну, это вот на примере 9 класса. 3 станции. Первая станция – это морфологическое описание и систематическое положение растений. Систематика есть везде. В ботанике, в зоологии систематику нужно готовить. Конечно, систематические задания очень плохо, конечно. Это вот задание 9 класса. Нужно сказать, что за каждый практический тур ребенок мог набрать 60 баллов. 3 станции, каждая станция оценивается 20 баллов, и всего 60 баллов. Уважаемые коллеги, я, конечно, не буду вам показывать все задания этого практического тура. Я думаю, потом вы это все посмотрите, да? Проанализируете. Я так, наверное, вот где у меня инстон. Это закрыла, сама не знаю, куда закрыла, да? Что бы еще, конечно, я хотела сказать. Уважаемые коллеги, мне бы очень хотелось, чтобы вы, прежде чем послать школьников на практический тур по биологии, научили школьников работать с микроскопами. Все задания, 9 класс, 9, 10, 11, они все идут с использованием микроскопа. Я думаю, что в школах у вас есть микропрепараты по гистологии, по цитологии. Они достаточно, конечно, уже старые, но новых они не выпускаете. Ну и поэтому хотелось бы, чтобы научили правильно работать с микроскопом. Потому что некоторые дети приезжают, они видят только первый раз. Следующее, что бы хотелось посоветовать вам, вы не думайте, что я прям так вот
вы должны, вы обязаны. Но если уж посылаете ребенка, уж, я думаю, вы обязаны его научить. Научить делать срезы. Срезы должны быть тонкими, чтобы ребенок видел вот этот срез в микроскоп, и обязательно научить рисовать то, что он видит в микроскоп. Не только зарисовать, но и сделать обозначение. Очень много приходится рисовать. Дальше. Ну, 9 класс это еще как-то. А вот 10 и 11 класс очень много заданий, когда нужно работать руками. Работать с пробирками, с пипетками. Покажите мерную пипетку там, на 1 мл, там, на 2 мл. Пипетки, глазные пипетки, они не используются в практическом туре. Очень сложные задания по биохимии, по физиологии растений. Ну, в этом году была новая станция для 11 класса «Эволюция и этология». Но когда мы прочли задание, там больше генетики. Там, то есть очень сложное задание. Так, еще. Ну, и еще бы, конечно, на чем бы я еще хотела остановиться. Есть лицей для одаренных детей из сельской местности. И в этом году, вот в связи с тем, что начинается все-таки олимпиадное движение, при этом лицее в течение всего года работают курсы для школьников, для подготовки школьников к муниципальному туру. Там по географии, по биологии, по русскому языку. И я очень рада этому, потому что с 24 марта появились вот такие занятия и для подготовки по биологии. Почему именно вот как раз с 24 марта? Потому что для того, чтобы подготовить ребенка к Олимпиаде по биологии, должно быть очень много оборудования. Правда ведь? Должны быть микроскопы, должны быть микропрепараты. То есть ребенок должен уметь работать. А так как все-таки помните, что раньше мы тоже занимались подготовкой к Олимпиаде, но раньше мы занимались на базе естественно-географического факультета при пединституте. Но вы прекрасно знаете, что пединститута сейчас нет, и наша кафедра географии из биологии, она теперь располагается на Химпиле, Петрозаводская, 120. И вот возможность заниматься со школьниками по биологии у нас появилась только тогда, когда Институт естественных наук заключил, можно такое сказать, договор между институтом и лицеем о подготовке школьников к Олимпиаде по биологии. Большое, конечно, спасибо Юраневой Ирине Николаевне, Ветровой Людмиле Николаевне, которые занимаются профориентацией, что наши школьники получили возможность вот работать в таком темпе. Конечно, занимаются со школьниками по биологии преподаватели нашего института. Это доценты, это кандидаты биологических наук, конечно. Вот в субботу и воскресенье мы занимались при лицее на Коммунистической 25, а вот сегодня целый день и завтра целый день наши школьники будут заниматься на Петрозаводской 120. Конечно, тяжело им. Я вот сегодня с ними занималась и вчера с ними. Все-таки представьте себе 4 пары. Спасибо институту, естественно, хорошо организовано питание, детей подвозят, за ними смотрят, ничего плохого с ними не происходит, и думаю, не произойдет, надеюсь. Ну и то, что касается вот этого олимпиадного движения. Так, на курсы для подготовки может прийти ребенок не только из сельской местности, нет, не только из сельской местности.
на курсы по подготовке по Олимпиаде, к муниципальному туру прошли дети, которые выиграли муниципальный тур, который проходил в ноябре, в начале декабря. Так, как можно попасть на эти курсы? Ну, должны ваши школьники все-таки показать свои знания. Очень высокие баллы для прохождения на регион. Возникают вопросы к объективности проверки муниципального этапа. Много детей не подтверждают свои знания. Ну, извините, Олег, я не знаю, у Олег В. Вопросы к объективности проверки. Ну, я не проверяю. Извини, я точно не проверяю, я только составляю вопросы муниципального тура, а проверку осуществляют по районам, да? Так вот, задания рассылаются, там назначаются члены жюри, и потом уже... А вот проверка регионального тура в настоящее время, сегодня, в этот год, мы обязаны были выставить на сайт Министерства образования все работы, которые попали вот как раз на Россию. И работа Смирнова Максима, она выставлена. И поэтому Москва это проверяет, утверждает. Мы все работы это выставляем. Все у нас открыто, все у нас прозрачно. Так, еще какие? Очень высокие для прохождения на регион. Ну, это же все-таки складывается из средней, наверное, так ведь? Я не знаю, как вот проходили. На 50%, по-моему. По 50%, но 50% это ведь немного. И я считаю, что 50% для прохождения на регион это немного. Даже я бы сказала, это мало. Это 50% это голимая двойка. Правда ведь? И я думаю, что это даже и занижено. Ну, если есть вопросы, у меня задавайте вопросы на нашей страничке. Мы с удовольствием с Людмилой Александровной ответим. Если что-то не ответим, обязательно напишем, указывайте. По-моему, мой телефон и моя почта есть у всех. Задавайте, я с удовольствием отвечу. А теперь я еще бы все-таки хотела остановиться, все-таки время уже 17 без 5, да, на подготовке учащихся к итоговой аттестации. В этом году, так, Людмила Александровна, помогите мне найти мой, как же это самое, РМО, вот оно, РМО, сейчас оно откроется. С этого года ужесточились требования к проверке заданий, начиная с 22 по 27. Так, нет, это не то. Нина Александровна, где же молодой человек? Презентация. Я не знаю, где тут. А вот, может, вот это? Думаете, это? Я извиняюсь. Это наша флешка. А? Нет, это нет. Я сбрасывала на ТТТ. Биология, слово на рабочем столе должен быть папочка биология. Не знаю. Где же молодой человек, да? Вот она, биология, не знаю, откроется. Вот РМО. Я даже... Откроется. Так. Вот. Нет, не то. Установочная. Еще у меня должна была. Неужели я не сбросила? Ну, по-моему, сбрасывала. Ну, хорошо. Я дико извиняюсь. Я бы хотела, тогда вот скажу своими словами. Вот есть задание, не знаю, может, даже не спросила. Так, может, слушай, подоставь. Вон тут ширючек, да? Я открою. Да. Я дико, уважаемые коллеги, извиняюсь, я все-таки не компьютерщик, и поэтому, наверное, все-таки сейчас поставим. А? Ну, так, если я его открою, да? Так, где он этот РМО? Нет, я же так сбрасывала. Да, я-то вот делала. А? Да кто его знает?
знает, куда я его скинула, и столько всяких. Ну, хорошо, пусть будет так. Я прочту такими словами. Задание 22 – это с выбором 2 правильных ответов. Ну, там особо таких, конечно, ну, слово-то потеряла. Проблем школьники не испытывают. Очень много нареканий теперь к рисунку. Работа с рисунком – это задание номер 23. Если раньше члены нашей комиссии, которые проверяли это задание, выискивали что-то правильное, пусть даже рисунок был подписан неправильно, но процессы, указанные на этом рисуночке, были правильно, что-то, но мы пытались там 0,5, там 0,5, и вроде бы в итоге балл. Теперь, если неверно определен изображенный объект, но имеются его верные характеристики, а цвет не засчитывается. Ставится 0 баллов. Пример. Вот на рисунке бывает изображен хвощ, и в эталоне даны его характеристики. Школьник пишет, что это папоротник, и перечисляет характеристики хвоща. Этот ответ не засчитывается. То есть, если нет названия, правильного названия рисунка, это нулевой. Следующее задание, задание номер 24. Работа с текстом, исправление ошибок в тексте. Ошибка не считается исправленной, если в качестве исправления в ответе содержится только отрицание суждения. Может, не может, является, не является, имеется, не имеется. За такое исправление балл не присваивается. Неверное суждение должно быть исправлено с указанием верного определения. Ну, например, железы внутренней секреции имеют протоки, по которым секрет поступает в полость тела. Ответ участника. Железы внутренней секреции не имеют протоков. Это нулевой ответ. Должно быть, железы внутренней секреции имеют протоки, по которым секрет поступает в полость тела. Если в ответе участника, ну здесь вы знаете это задание, должно быть исправлено 3 ошибки. Если в ответе участника исправлено 4 и более предложений наряду с 3 правильными, а дополнительное исправление суждений неправильные, то за каждое лишнее исправление правильного предложения на неправильное снимается по 1 баллу. 25-26. Это такие задания, где школьник должен, и в задании указано, ответ поясните, приведите доказательства, объясните значение. Отсутствие пояснения в ответе снижает баллов. Перечисление признаков без их объяснений, доказательств не может считаться полным ответом, и поэтому снимаются баллы. Ну вот в прошлом году было такое задание. Нужно перечислить ароморфозы пресмыкающиеся. Да? Школьник перечислит и, конечно, должны дать и ответ пояснить. Ну вот школьник перечисляет ороговевшие покровы. Ну и что это дает? Затем неполная перегородка в желудочке. К чему это привело? Так ведь? Появление трахеи. К чему это приводит? Почему это считается ароморфозом? То есть вы каждый признак, каждую формулировку школьник должен объяснить. Появилась трахея, произошло удлинение дыхательных путей. А к чему это привело? К тому, что дыхательные пути становятся длинными, что воздух успевает остывать или наоборот прогреть
в АЦ, и это способствует расширению ареала. И поэтому ороговение кожи к чему привело? Что исчезает кожное дыхание, что пресмыкающие, они не зависят в своем распространении от водной среды, и ареал распространения у них, конечно же, увеличивается. То есть и задание 25, и задание 26 школьники должны обязательно что? Объяснять. Объяснений не будет и не будет никаких баллов. Задачи по цитологии. Это 27-е. Обязательно научите ваших школьников читать задания. Пусть они вначале прочтут повнимательнее это задание и не сразу бросаются отвечать. На решение задач с использованием генетического кода при написании последовательности нуклеотида во фрагменте молекул ДНК, информационного РНК, транспортного РНК допускается запись через тире между триплетами или нуклеотидами. Вот это тире указывает на цепочку, что информационная РНК, она имеет цепочку, что транспортная РНК – это цепочка, что ДНК – это цепочка. И помним, и чтобы наши школьники запомнили, что все виды РНК образуются на ДНК. Ошибкой считается запись антикодонов разных молекул транспортного РНК через тире. Нужно обязательно или точка тире, или через запятую. Вы знаете, что каждая аминокислота к месту синтеза белка, к месту трансляции переносится своим транспортным РНК. И за такую ошибку снимается 1 балл. Дальше есть задание, что по таблице генетического кода школьники должны найти последовательность аминокислот. Если аминокислоты записаны через запятую, это снимается балл. Аминокислоты должны записываться через тире. Вы знаете, что цепочка белка – это цепочка, а белок состоит из цепочки аминокислот. И на эту цепочку как раз указывает вот это тире между отдельными аминокислотами. Так. Еще очень много заданий на хромосомы. Особенно составители заданий ЕГЭ по задаче номер 27 любят хромосомный набор там, папоротников, хвощей, там, плаунов. То есть что у низших образуется в результате митоза, а как образуются споры, а как образуются гаметы, какое образование, митоз или мейоз, что гаплоидно, что диплоидно. Научите, время немножко, конечно, есть, но я думаю, что не успеете. Так, ну и задача по генетике, 28-я. Когда школьник читает задачу, пусть все-таки обращает на обозначение. Особенно задачки по крови. Помните, сейчас уже совсем... И через «и», да, там, по-моему? Да. Обязательно, лучше всего, когда ребенок решает задачку по генетике, использовать те... как их слово забыла, символику, ту генетическую символику, которая указывается в задачке. Обязательно нужно, когда ребенок пишет скрещивание, указывать и генотип, и фенотип. И если в задании требуется указать закон наследственности, то
закон должен носить название, а не номер закона. А то пишут закон Менделя номер 1. Нет, это неправильно. Потому что какой это закон? Это закон единообразия первого поколения, да, закон расщепления. То есть все должно объясняться. Вот тогда, я думаю, ваши школьники получат высокие баллы. Так. Вопросы это коллег на 9 классе в этом году были 66 из 83. Да, наверное, их комиссия устанавливает такие. Ну, я не знаю, это, наверное, их комиссия. Муниципальная, но там это не 50. Ну, это я не знаю, кто такой Олег Веда. Скорее всего, из физмат-лицея Дмитриев Олег Васильевич или... Если у кого-то есть вопросы, задавайте, пожалуйста, у нас все-таки есть страничка РМО биологии. Конечно, я, когда веду это задание, всегда волнуюсь и, может, что-то пропустила. Когда вы напишите на мою страничку, я с великим удовольствием отвечу. Я еще раз говорю, я спрошу, могу ли я выставить на сайт РМО задание как теоретического, так и практического тура. Я это сделаю обязательно, если мне это разрешат. Если есть какие-то, ну, я смотрю, мы вроде бы на все вопросы ответили, которые имеются, да? Но если какие-то вопросы появятся, мы с Людмилой Александровной ответим. Ну, я думаю, что на сегодняшний день мы закончим наше заседание. А решение, да нет, уже мы не будем, это решение, это старого. Вроде бы вчера целый вечер сидела, делала это само, но я не знаю, где можно выйти. Так, до свидания. Я думаю, что ваши школьники хорошо напишут все задания по ЕГЭ, как 9 класса, так и 10 класса. Всего вам доброго.